6 лет заключения за 2 поста во ВКонтакте. Первый – весьма пространная мысль о том, что в современном мире стоило бы обойтись без войн. Второй – публикация ссылки на видео Легиона Свободы России, который принимает участие в войне с Украиной на стороне ВСУ. 71-летнего Фазыла Валиахметова, ветерана татарского национального движения, 28 апреля приговорили именно к этому сроку – 6 лет колонии. Гособвинение просило 7. Суд не учел ни возраст, ни состояние здоровья пенсионера. Человек, по инициативе которого появились памятники Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю, краевед, документирующий историю своего народа, признан оправдателем терроризма и дискредитатором армии. Почему российская власть так испугалась слов Валиахметова? Фазыл Валиахметов был достаточно и является ярким человеком, который доносил свою политическую позицию, невзирая на многочисленные ограничения со стороны властей. Поэтому он писал, как есть, на своих страницах социальной сети. И делал это открыто, смело, хотя ему говорили, его предупреждали о том, что это может иметь какие-то последствия. Он отвечал, что он не может жить и не говорить правды, что он не может переступить через свою совесть, через свои принципы. Это бесспорно определяло в нем человека большого достоинства, чести. В чем же, по версии суда, заключалось преступление Валиахметова? Изначально эпизодов было больше, но даже эксперты не смогли найти криминала в нескольких постах. В итоге в деле осталось 2 ключевых момента. Первый – это пост на татарском языке. Валиахметов писал, что в эпоху глобализации границы стираются, и для того, чтобы жить счастливо, не нужно захватывать чужие страны и разрушать города. Он назвал войну горем, которое нужно лишь политикам для удержания власти. В посте нет ни слова о российском вторжении в Украину. Второй эпизод – ссылка на обращение Легиона Свободы России, который власти России признали террористической организацией. За это Валиахметову вменили статью об оправдании терроризма. Пенсионер вину не признал. Его задержали и посадили в СИЗО еще в декабре 2024 года. Правозащитники из ОВД-Инфо рассказывали, что у пенсионера гипертоническая болезнь 3-й степени, заболевание, препятствующее содержанию под стражей. Фазыл Валиахметов не просто активист в привычном понимании. Он сохранял татарскую культуру и историю и защищал язык. В начале 90-х Валиахметов принимал участие в митингах с требованием суверенитета и участвовал в политической голодовке. В 2018 году он получил благодарность от президента Татарстана. У него также есть медаль Всемирного конгресса татар за заслуги перед татарским народом. Весь путь Валиахметова – это созидание. Но в современной России созидатели, вероятно, оказались не нужны государству. Политолог Руслан Айсин знал Фазыла Валиахметова лично. Он считает, что этот судебный процесс не случайность, а целенаправленный удар по интеллектуальной элите народа. Я знал его. Он действительно очень интеллигентный, честный и искренний человек. Известен он был в татарском национальном движении как активный участник. Человек, который даже написал книгу, он много фотографировал, документировал многие вещи для истории, как он говорил. Как я уже отмечал, человек большого ума, интеллекта, очень образованный, при этом очень воспитанный, благородный. Власти, естественно, таких людей недолюбливают. Они, я бы усилил, даже их ненавидят. Потому что это в прямом смысле их антагонисты. Такой суровый приговор за комментарии в социальной сети означает, что власти боятся правды. И приговор в отношении Фазила Валиахметова – это показательная акция, чтобы другим неповадно было, чтобы такие же люди, как он, смелые, бравые, образованные, ориентированные на справедливость, не вздумали даже свою позицию обозначать. Это демонстрирует просто-напросто слабость режима. Режим слаб, он боится, раз такие люди, как Фазыл Валиахметов, способны их режим испугать.
Дело Валиахметова – это часть большой волны репрессий против татарских активистов и просто неравнодушных людей. Правозащитный проект «Мемориал» уже признал его политическим заключенным. 71 год, 6 лет колонии. Фактически это может стать пожизненным приговором для человека, единственный инструмент влияния которого – это слово на родном языке.